1 марта этого года исполнилось 90 лет со дня рождения известного ученого, философа, историка, культуролога, педагога, фольклориста, музееведа, театроведа, литературного критика, поэта, писателя, журналиста, доктора философских наук, профессора Ксенофонта Дмитриевича Уткина. В Нюрбинском районе в связи с юбилейной датой началась Уткинская неделя. В его детище, в Музее дружбы народов, основателем музея является Ксенофонт Уткин, состоялось торжественное открытие выставки. Сегодня у нас замечательное событие – открытие выставки, посвященной Ксенофонту Дмитриевичу Уткину, который является у нас профессором, кандидатом исторических наук, доктором философских наук. Он поэт, театральный критик и, самое главное, он основатель нашего музея. И наша выставка не зря называется «Ксенофонт Уткин Өйсана Нюргун Буатура». Ну, если перевести по-русски дословно, это будет «Богатырь мысли». Так его называл его большой друг, основатель Музея народной педагогики Константин Спиридонович Черяев. Или Пен Өйсана Нюргун Буатураден. Ну и на самом деле действительно он таким и был, хотя обладал слабым здоровьем, но имел колоссальную работоспособность, силу духа и притягательную, очень сильную энергетику. И не зря мероприятия Уткинской недели открылись у нас именно в нашем музее, потому что наш музей – это его детище, первое крупное детище. Он им очень гордился. В свое время наш музей, Музей дружбы народов, был 4-м музеем в Союзе, в Советском Союзе, и мы до сих пор этим очень горды. На выставке нашей представлены хранящиеся в фонде нашего музея его ранние статьи, рукописи, материалы, его разные труды, которые касаются и научные труды, и также и разные статьи потому что он начинал так же, как и театральный критик, работы по концепции СЭХа, по концепции музеев. И поэтому получилась у нас такая шикарная, такая богатая выставка. И мне всегда вспоминается, как в начале моей профессиональной деятельности, когда я совсем молодой девушкой еще пришла работать в музей, он нам любил говорить: девочки, музейный работник должен обладать умом ученого, руками художника и ногами спортсмена. И это выражение как кому другому подходило к нему, потому что он в науку вошел уже довольно поздно, после 55 лет, но успел сделать значительный вклад в развитие музейного дела, в исследовании национальной традиционной культуры и в изучении черной металлургии народа Саха, а написанные им сценарии эсэхов, сценарии обряда Кумусапити уже сейчас являются настольной книгой, руководством прямым для организаторов, исследователей национального якутского праздника эсэх. А насчет рук художника, то он тоже неплохо рисовал, и самое главное, он очень четко и ясно видел дизайн-концепцию, например, того же самого музея. Многие спортсмены, это тоже касается его, это уже его деятельность, это его энтузиазм, с каким он брался за любое дело, будь то создание музеев, потому что он стоял у истоков создания не только нашего музея, но и музея меценатства, и был одним из организаторов музея Хамуса, первым его директором, который сейчас уже всемирно известен. И вот такой он был наш учитель. На выставке представлены хранящиеся в фонде музея материалы. Это его ранние статьи, рукописи, научные труды, работы по концепции ЭСЭХа и музеев, блокноты, фотографии, а также передвижные стенды об истории и деятельности Нюрбинского музея. Школьный университет дружбы народов – это проект Ксенофонта Дмитриевича Уткина. Он проводился среди школ города Нюрба, на то время поселке, назывался он «Семьи единой». Так как мы были музеем дружбы народов, и на то время в Нюрбе жили представители более 30 национальностей. Это работники Амакинской геологоразведочной экспедиции, Нюрбинского авиапредприятия, где работало более 3000
работников, и многие из них были с Западной Украины, с Украины, с Беларуси, с Центральной России, с Казахстана, ну, со всех почти регионов и республик Советского Союза. И вот это вот очень такая востребованная тема была, и она у нас проводилась в течение 2 лет с охватом учащихся с 5 по 10 класс, и вот такая у нас была разработана программа, учебно-тематический план, и назывался вот факультетах, так как у нас университет, да, и здесь мы начинали от происхождения народа Саха. В то время эта тема была такая, но особо как бы не затрагиваемая, и национальная традиционная культура. Сначала мы знакомили вот с бытом, с культурой якутского народа, так как это республика, наша Якутская республика, а потом уже как бы с культурой других и историей других народов. Но вначале мы должны были знать свою историю. Это вот 80-е годы. И этим проектом очень заинтересовались, и приезжал научный сотрудник Государственного исторического музея в Москве Николай Николаевич Лесовой, кандидат исторических наук. И вот он все это у нас записал, оставил свой отзыв в книге наших предложений, а потом уже, когда после этого я смотрю некоторые брошюры, инструкции, то некоторые повторяют вот наш вот этот школьный университет начала 80-х годов. Ну и сейчас эта тема очень востребована, мы ее тоже сейчас заново уже поднимаем, и поэтому тоже сейчас музейные уроки проводим в школах и также в стенах нашего музея. Но уже пока не так вот обширно разработаны, но уже более такие, они как бы узкие такие темы, но тоже называется Школьный университет дружбы. Алмаз был назван в свое время именем Ксенофонта Дмитриевича Уткина, и вот его копия демонстрируется у нас в музее, передана. И вот этот сертификат, и приказ по Сергею Иванова, по Алроса. Также здесь его ранее, он защитил докторскую кандидатскую диссертацию по черной металлургии, и его ранние вот эти вот рукописи, материалы, которые он собирал, вот здесь у нас тоже хранятся. Вот видите, его рукой написанная вот статья «Кузнечное ремесло вилюйских якутов». С 1971 по 1982 год он уже занимался темой вот, исторические рассказы кузнецов. Это очень такая интересная работа здесь лежит, вот эта рукопись этой работы. Поэтому кто занимается этой темой, могут прийти в наш музей и ознакомиться вот с ней. Вот мы открыты, и фонд Ксенофонта Дмитриевича тоже для исследователей открыт. Ксенофонд Уткин является автором около 20 монографий, учебных пособий и брошюр, а также более 30 научных статей, более 600 газетных публикаций. Его имя носят Нюрбинский музей дружбы народов, Мархинская средняя общеобразовательная школа, научная библиотека Агату, одна из улиц города Якутска, где расположен исторический парк «Россия. Моя история» и алмаз массой 60,35 карата. Ну и здесь хочу его показать. Это мечта, светлая мечта Ксенофонта Дмитриевича Уткина. Наш музей переезжал 4 раза. И все время предоставляли здания ветхие и аварийные. Вот, например, в 1987 году, когда только пришла я работать, нас переселили, так сказать, чуть ли не насильственно, в старое здание райкома партии. Райком партии в это время построил себе 3-этажное каменное здание. Они переехали и решили, музей, давайте вы туда переезжайте. А то здание 60-х годов уже на то время, в 1987 году, было аварийным. И вот мы тогда, Ксенофонту Дмитриевичу, тогда на музее работало всего 5 человек, из них директор Ксенофонт Дмитриевич и 4 девушки от 20 до 26 лет, вот молодые все, и он нам говорит: девочки, не беспокойтесь, но не переживайте, что мы переезжаем в такое здание. От силы 3 года мы будем там, потом нам построят вот такое вот каменное 2-этажное здание. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут, или ничего нет постоянного, как временно. Мы в том ветхом здании, музей проработал 30 лет. 3 года превратились в 30 лет.
И вот эта вот мечта так и осталась мечтой. Но если бы Союз в 91 году не развалился, возможно бы и построили, потому что все у нас было, и макет вот этот, да, и все вот это вот, видите, вот сколько было вот этих, и схемы, ну как это называется, все технический паспорт, но все было разработан вот этот проект, но так и осталось. Но зато вот, как я уже говорила, в 2020 году все-таки мы переехали, мечта сбылась. Ага, каменное добротное здание, и сверх того еще вот экспозиции установили при помощи нашей муниципальной власти, администрации района. И теперь мы музей, который отвечает всем современным требованиям. И наши экспозиции, как мы любим говорить, это включает в себя симбиоз классической экспозиции и мультимедийного контента. Ксенофонт Дмитриевич Уткин Нюгюльген – гордость народа Саха, поднявший на новый уровень самосознание народа. Он оставил неоценимое научное, литературное и духовное наследие будущим поколениям. Как я уже говорила, что это первое мероприятие, открывшее неделю Уткина, и в эту неделю будет проводиться научно-практическая конференция, буквально завтра. Это в Мархинской школе, кстати, она тоже носит его имя. И также в централизованной библиотечной системе будет проводиться конкурс чтецов стихов, и в нашем музее музыкальные и литературные вечера. Ну, это вот такая вот первая неделя. Мероприятия будут идти в течение всего года, ну и заключительные будут уже в конце этого года проводиться у нас в районе. Дело учителя, имя учителя живет в его учениках, а таких его сподвижников и учеников по республике у Ксенофонта Дмитриевича немало. Это уже известные в республике люди. И я бы хотела назвать некоторых из них. Это Айталина Афанасьевна Захарова, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. В свое время она возглавляла Национальный архив Якутии, департамент охраны памятников. И теперь она одна из ответственных работников муниципального архива города Якутска. Это Икуния Егоровна Гагарина, это его преданная ученица, которая сейчас вот популяризирует именно его работы уткинские и как бы очень активно отстаивает издание его трудов дальнейшие. Также это Марк Николаевич Егоров, преподаватель СВФУ. Наш Борис Борисович Борисов, уже в музейных кругах известный краевед, исследователь. Ну и, конечно, Розалия Михайловна Тихонова, Запевала Осухая, тоже заслуженный работник культуры и обладатель почетного знака Ардарха. И сейчас она возглавляет департамент культуры. Вот таким, вот так вот хочу немного вот закончить вот такими словами, что дело учителя его продолжается в его учениках, ну и также в его деле, которое он нам оставил вот в этом музее.